В республике продолжается работа по ремонту подводного магистрального газопровода. Монтаж ведут на участке 1666 километр реки Лены от ее устья. Реконструкция первой нитки подводного перехода началась в декабре. Об уникальном проекте и текущих работах рассказывает Сергей Алексеев. Еще когда разрабатывалась проектно-сметная документация, было много мнений, каким способом осуществлять данную переукладку. Положить трубы в траншеи, как раньше, или все-таки применить новый метод направленного бурения. После совещания научно-технического совета Сахатранснефтегаза с участием представителей госзаказчика Министерства промышленности Республики на свой страх и риск решили применить второй способ. Ну вот сегодня мы можем видеть уже практическую реализацию этого проекта. Значит, за протаскиванием трубы будет следовать следующий этап. Это, значит, стыковка с существующим газопроводом. Это, наверное, один из основных сложных элементов, да, потому что стыковку нужно будет проводить, значит, двух плетей. Значит, их нужно выверить каким-то образом, да, обеспечить, значит, работу сварщиков, тоже нужно будет устроить сухой отсек. Работа сложная, особые трудности доставляет северный климат. В скважину протаскивают прочную трубу из низкоуглеродистой стали марки 10G2 FBU. Для сварки каждого стыка устанавливали специальное помещение, а для обогрева использовали тепловые пушки мощностью до 45 киловатт. Около 3 часов на сварку одного стыка уходит, поэтому необходимо соблюдать и после сварки также не допускать остывания, чтобы не произошли структурные изменения в металле. Технология работ предусматривает бурение горизонтальной скважины на глубине 18 метров в твердом грунте. Изначально проходка была осуществлена пилотной скважиной диаметром 200 миллиметров. Затем в несколько этапов ее расширили в 4 раза. Уникальную для наших широт работу выполняет ульяновская компания «Висмос», та самая, которая построила газопровод к саммиту АТЭС. Приходилось экспериментировать, менять буровой инструмент, подгонять его под местные условия. Значит, завезли сюда вооружение для всех типов грунтов. И, в общем-то, как показало, наш расчет был верен. В скором времени начнутся дноукрепительные работы, а уже в октябре этого года Сахатранснефтегаз планирует завершить монтаж магистрали. Сергей Алексеев, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Мегино-Кангаласский район.